Данар Мустафа родился 1 октября 1984 года в городе Каладзе, регионе Сулеймания иракского Курдистана, в известной курдской семье. Город Каладзе печально известен тем, что впервые именно в нем Саддам Хусейн начал массовое уничтожение курдов при помощи бомбардировок. Дед и отец Данара Мустафа принимали участие в Сентябрьской революции 1961 года. Отец в 1969 году стал преподавателем революции. В войне 1970 года он был ранен иракской армией и взят в плен. Его приговорили к смертной казни, но благодаря Мартовскому манифесту, соглашению, заключенному между Мустафой Барзани и Ираком, его освободили. После его освобождения Мустафа Барзани лично пригласил его на встречу и подарил ему оружие и деньги на восстановление здоровья. Близкие родственники Данара Мустафа погибли в войне за независимость Курдистана, среди которых были не только мужчины, дяди и двоюродные братья, но и женщины, заключенные в иракские тюрьмы. История семьи Данара и его родных земель оказали влияние на формирование его как личности и обусловили выбор дальнейшей профессии в сфере дипломатии и общественных отношений. Еще во время студенчества он проявил себя как патриот своей страны, возглавляя Союз землячества студентов-курдов в России, был заместителем президента Курдской автономии города Москвы в Доме национальностей по вопросам молодежи. Данар Мустафа окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. В 2009-2013 годах с этого времени он активно начал заниматься студенческой активностью в России. После окончания бакалавриата Данар Мустафа поступил в магистратуру того же учебного заведения. Обучался в ней с 2013 по 2015 годы. Во время учебы Данар Мустафа принимал активное участие в различных научных мероприятиях, получил несколько дипломов и сертификатов. С 2015 по 2018 годы Данар Мустафа учился в очной аспирантуре РУДН на кафедре политического анализа и управления. С 2018 по 2019 годы проходил стажировку на кафедре политического анализа и управления факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Следует отметить, что Мустафа Данар является первым официальным курдским дипломатом в представительстве Курдистана в России. Неоднократно по поручению правительства иракского Курдистана и представительства Курдистана в РФ привлекался в качестве участников переговоров и дипломата в составе официальных курдских делегаций. В качестве курдского специалиста в РФ и переводчика неоднократно был на официальных встречах, в том числе с президентом Курдистана. Говоря о личных качествах Мустафы Данара, следует отметить редкую работоспособность, деятельность, умение концентрироваться на главном, талант в сочетании со скромностью и готовностью выполнять рекомендации руководителя правительства Курдистана. Данар Мустафа с начала 2018 года является представителем правительства Курдистана в России. Абу-Бакр Абдулла-Шах Мухаммед Гариб, гражданин Ирака, родился в городе Сулеймания иракского Курдистана 1 января 1954 года. Абу-Бакр происходит из известной курдской семьи, которая относится к роду Бабан-Бессари, который является основателем города Сулеймания. После окончания школы в 1973 году переехал в СССР для продолжения учебы. В 1979 году закончил Ташкентский политехнический институт имени Алишера Наваи, после этого поступил в аспирантуру Московского строительного института имени Куйбышева. В 1985 году получил степень кандидата наук. С 1986 года по 1992 год преподавал в Ливии в университете Аль-Фатих в Триполи. Из-за тяжелой политической обстановки в иракском Курдистане остался в России и начал заниматься бизнесом. В конце 90-х годов с Амином Мустафаевым поддержал Центр курдских исследований во главе с академиком Шакро Худаевичем Мгаи. Финансировал деятельность центра, где работали такие видные российские курдоведы, как Михаил Семенович Лазарев и Евгения Ильинична Васильева. В 2000 году с известным писателем, секретарем Союза писателей России Каримом Багировичем Рашем и другими курдоведами основал Институт Курдистана и Передней Азии и стал его президентом. В институте было выпущено более 20 научных изданий как русских авторов, так и иностранных авторов с переводом на русский язык. Жемчужиной коллекции является книга «Геноцид в иракском Курдистане». Настоящее издание представляет текст доклада Комиссии Международной правозащитной организации Human Rights Watch по правам человека на Ближнем Востоке. Помимо этого были изданы такие книги, как «Авеста», в которой профессор Соколова впервые доказывает, что язык Заратустры является курдским языком диалекта Хаурамани, а также книга бывшего президента Курдистана Масуда Барзани Мустафа Барзани «Курдское освободительное движение»,
которая была переведена с курдского языка. Кроме того, институт провел 3 научные конференции по курдоведению для российских и советских курдоведов. С помощью института из Курдистана в Россию на обучение было отправлено более 200 студентов, магистров и аспирантов. Кроме того, институт участвовал в отправке 3 самолетов с медицинской помощью из России в город Эрбиль иракского Курдистана на сумму более 80 миллионов евро. В настоящее время Абу Бакр заканчивает книгу об истории борьбы курдского народа против гнета англичан и других иноземных захватчиков, Иран и Ирак. Абу Бакр женат на гражданке России, имеет дочь. Добрый вечер, дорогие зрители нашего видеоблога. Мы начинаем наш очередной видеоблог. Сегодня наши гости Данар Мустафа, представитель Курдистана, представитель регионального правительства Курдистана в России, и Абу Бакр Шах Мухаммед, кандидат наук, родом из иракского Курдистана. Мы их довольно подробно уже представили, думаю, добавить сюда нам нечего, и мы начнем нашу беседу, наше интервью с этими нашими гостями по заявленной теме. Тема у нас ситуация в иракском Курдистане. Как всем известно, и все те, кто следят за ситуацией в этом регионе, в последние дни, в последнее время там началась волна демонстраций, митингов, которые связаны с невыплатой зарплат в течение нескольких месяцев. Эти волнения, они охватили провинции Сулейманию, Халабджа, а также подрайоны Гармиян и Раперин. К сожалению, эти демонстрации, эти митинги, они сопровождались насилием, поджогами офисов разных партий, и, к очень большому сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. И сегодня, поскольку у нас гости, которые непосредственно представляют этот регион, я хотел бы предложить вам побеседовать с ними, спросить их взгляды, их оценку ситуации, которая сегодня там происходит. И первым я хочу дать слово представителю правительства Курдистана в России, господину Данару Мустафе. Господин Данар, вообще что происходит? В чем причина этих волнений и кто стоит за этими протестами? Как власти региона реагируют на эти выступления людей? И кому это выгодно? Пожалуйста, вы нашим зрителям объясните ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Уважаемые зрители, коллеги, добрый вечер. Уважаемый Юрий Шамилевич, уважаемый доктор Бакырша, приветствую вас. Для меня, как курдского политолога и в то же время исполняющего обязанности представителя регионального правительства Курдистана в России, большая честь и удовольствие быть приглашенным на сегодняшней видеоконференции или дебейте, как называют. К сожалению, из-за пандемии не можем встречаться, как раньше, обсуждать нашими темами, поэтому участвую в дебейте в режиме онлайн с вами. На мой взгляд, тематика сегодняшнего видеообсуждения или тема весьма актуальна. Многочисленные теории права человека в обществе, в том числе свобода, следует связывать с временем появления организации международного сотрудничества. Это Лига наций и Организация Объединенных Наций. Одинаково есть две очень важные концепции в политической науке. Это национальный интерес и осознание ответственности. На мой взгляд, каждый человек в своей стране должен соблюдать эти две концепции. Потому что эти две концепции гарант существования нации и государства. Курдистан, как и большинство стран мира, сталкивается с экономическими трудностями. В результате COVID-19 также
низкой цены на нефть. Я могу сказать, что плюс еще для Курдистана то, что было с 2014 года, война против ИГИЛа, это огромный расход был для правительства Курдистана. После этого беженцы, около 2 миллиона беженцев в иракском Курдистане находились. Также вам известно, центральный Урал, я имею в виду Багдад, с 2014 года сокращал бюджет иракского Курдистана. Это 17%, которые курды в иракском Курдистане имеют право получить от центральной власти. Мы на сегодняшний день, мы как правительство Курдистана работаем, продолжаем работать, чтобы ослаблять давление и влияние наших сограждан. Нынешняя тяжелая экономическая ситуация, в частности, является результатом исключительной зависимости от нестабильных нефтяных доходов. Это в всем мире. Также это касается иракского Курдистана. Правительство Курдистана намерено справиться с кризисом путем диверсификации экономики, который в данный момент правительство Курдистана серьезно над этим работает. Но, конечно, это сложная работа, это не работа, чтобы в течение месяца-два все выполнять и чтобы все хорошо было в Курдистане. Мы знаем, иракский Курдистан только после 2003 года стал полностью независимым. С 2005 уже развивает. Но то, что случилось в 2014 году, это серьезный удар был по экономике, по развитию иракского Курдистана. Поэтому, на мой взгляд, это все проблемы в иракском Курдистане. То, что касается отношений между Эрбилем и Багдадом, правительство Курдистана всегда было готово решать споры с федеральным правительством Ирака в соответствии с, конечно, Конституцией. Как на прошлой неделе, несколько дней назад, уважаемый наш премьер-министр заявил, что Курдистан после отставки кабинета иракского премьера Адиль Абдуль-Махди и нарушения декабрьского соглашения с Эрбилем в стороне Багдада, власти Курдистана все еще готовы сотрудничать с правительством нового премьер-министра Ирака, уважаемый Мустафа Аль-Кадеми. Сейчас, в данный момент, делегация иракского Курдистана во главе Кубат Талабани находится в Багдаде. Мы продолжаем переговоры с Багдадом. Пока не будет достигнуто справедливое и конституционное решение, не перестанем, и мы настаиваем, чтобы мы оба стороны заявили, что оба стороны выиграли в этом переговоре. Вот то, что сейчас на самом деле происходит как бы в сфере экономики и политики в иракском Курдистане. Если говорить о том, что в городе Сулеймания произошло, еще это коротко, конечно, мы понимаем, задержка зарплаты людей – это серьезная проблема для населения Курдистана. Но, вы знаете, на мой взгляд, демонстрации с оружием не бывает. Мирные демонстрации мы, как правительство Курдистана, приветствуем. Это их права. Но когда с оружием, это другая тема. Поэтому мы не допустим, конечно, вот так поступить. Мы, как правительство Курдистана, видели и знаем, у нас очень много информации, кто среди демонстрантов были. Это недопустимо, это незаконно. Даже, может быть, сказать, это не будет красиво с стороны этих партий, которые живут в Курдистане. У них нет основания, чтобы они участвовали на протестах, на такие подобные ситуации. Спасибо. Я готов ответить на другие вопросы. Это коротко, как вы сказали. Расскажите пока.
Пожалуйста. Да, спасибо, господин Донар. Значит, вопросов, конечно, очень много. И я прекрасно понимаю, что вы как официальное лицо так с осторожностью высказываетесь по некоторым вопросам. Но, тем не менее, я задам вам такой вопрос. Вот, на высоком уровне, в том числе и премьер регионального правительства Курдистана и другие высокопоставленные политики, они значит, высказывались в том плане, что за этими событиями именно почему-то в Сулеймании и Халабже, те регионы, которые фактически контролируются Патриотическим союзом Курдистана, что за этими событиями стоят внешние силы. Ну, вот какие именно, и что вообще предпринимается, чтобы вот такие события, они не повторялись бы? Вот, что предпринимает правительство? Насколько мне известно, значит, вот в прессе проскальзывало такое сообщение, что высокопоставленные представители и ПСК, и правительства Курдистана, в частности, Некиру Барзани, президент Курдистана, они контактируют, в частности, вот с известной рабочей партией Курдистана, и вот результаты вот этих переговоров или контактов, они ну, как-то какую-то надежду дают, что вот такие вещи не будут повторяться. Да. Вы знаете, это вопрос очень сложный. Даже я боюсь, вообще не могу ответить конкретно, да, на этот вопрос. Но, Юрий Шамилевич, на самом деле есть большая проблема в этом. Мы не можем все откровенно сказать, что происходило в этот раз среди демонстрантов. Были раньше другие протесты и демонстрации, но у них по-другому. Но в этот раз, когда начали использовать оружие, и среди них, даже, как вы сказали, высокопоставленные посты города Сулеймания объявили, что среди них, кто среди них был и почему. Их цель какая? Здесь ситуация уже другая. Мы, как власть правительства Курдистана, не допускаем, чтобы эти силы как бы использовать задержки зарплаты населения иракского Курдистана для того, чтобы свою цель достигнуть. Это недопустимо. Конечно, переговоры между партиями, внутренние партии, курдские партии идут, тоже, как бы, я могу сказать, что все недовольны то, что происходило, но отдельно мы, как правительство Курдистана, за мирные демонстрации. Мы понимаем их права, конечно, но я считаю, что большинство из них тоже понимают, и у них лицо, или у них просьба к центральной власти Ирака. Они это просят, половина демонстраций, но среди них есть люди, которые используют, понимаете, используют для того, чтобы испортить дорогу, парки, зажигать, я не знаю, эти офисы партийные. Это же просто, вот, я не знаю, у меня слов нету. После этого же нужно еще выделять деньги из бюджета, чтобы я восстановить. А зачем тогда вы так делаете? Если вы хотите, чтобы лучше было, вы демонстрацию сделаете для того, чтобы лучше стало, тогда не надо все испортить. Это то, что сделано в течение 30 лет в иракском Курдистане. Если вы будете так делать, все испортить, то вы как демонстранты, мы постоянно говорим, как демонстранты должны ждать еще 30 лет, чтобы мы просто восстановили то, что вы испортили. Но давайте вместе. Правительство Курдистана понимает, и с ними, даже могу сказать, на связи, и настолько чиновники иракского Курдистана переживают за задержки зарплаты госслужащих и населения. Даже никто, даже сами сотрудники не понимают. Ну, правда, это есть. Они очень сильно переживают и часто, только в течение месяца 5-6 раз делегация ездила в Багдад. Но, вы знаете, на сегодняшний день пока еще нету
точные договоренности между Эрбилем и Багдадом. Но есть надежда, чтобы в этот раз договорились. Правительство Курдистана просто то, что могла, сделала. Их желание выполняла. Какие у них желания? Пожалуйста, если вы хотите, да, чтобы Курдистан через Ирак продавал, вот мы продаем. Если вы хотите доходы от таможни, пожалуйста, тоже это. Но есть еще другие пункты, понимаете? Эта же компания работает в иракском Курдистане. Кто должен их платить? Мы должны. Курдистан с 2014 года бюджет не получит от центральной власти. Курдистан же сейчас долги есть, около 20 чем-то миллиардов долларов. Да? Мы же должны это все вернуть. Тогда правительство Ирака должен быть перед ответственностью. Спасибо, Данар. Но вы должны понимать, что вот особенно люди, курды во всем мире, особенно в диаспоре, очень переживают за эту ситуацию. И у многих, не только вот у меня в частности тоже, и у многих, и в том числе наших читателей, наших зрителей, создается впечатление, что вот эти провокации, они связаны с атакой на суверенитет, на статус иракского Курдистана. Вот это очень больно, потому что мы вот как Масуд Барзани, да, он курдский лидер, он неоднократно говорил, его знаменитое изречение, что каждый курд от рождения до своей смерти мечтает о независимом Курдистане. Сегодня вот этот полугосударственный субъект, который признан и в Конституции, и на международном уровне, и мы понимаем там, что вот и межпартийные там трудности, экономические трудности, но его обязательно надо сохранить. И вот в диаспоре очень опасаются, что вот из-за этих внутренних, значит, противоречий между партиями, из-за интриг и провокаций со стороны внешних сил, вот, чтобы вот этот ребенок, который у нас есть, чтобы он сохранился. И тут я хочу еще такой вопрос вот, вам задать. Вы недавно встречались здесь в Москве с министром иностранных дел Ирака, да, господином Фуадом Хусейном. Вы встречались, как я знаю, и с послом Ирака в России. И вот, пожалуйста, расскажите вот подробнее, если можно. Вот мы знаем, что когда вот с премьер-министром Казими делегация курдская договорилась, но потом в парламенте некоторые шиитские фракции, они включили вот в закон антикурдистанские пункты, да. Вот. И вот как с этим быть, вот, на ваш взгляд, что происходит и как вот это преодолеть? Я вот к тому склоняю, что вот сам Ирак как государство, да, оно там внутри очень много проблем. И даже половина пунктов статей Конституции Ирака не выполняется. И как в этих условиях вот курдам быть, да, вот вы говорите, что вы открыты, вы идете на переговоры. Вот сегодня как раз я читал значит, подборку высказываний вот, демонстрантов, да, вот те, которые в Сулеймании на демонстрации выходят, они не верят, что вот это соглашение между Эрбилем и Багдадом, там 2-3 месяца будут зарплату давать, потом опять что-то придумают. Вот как с этим быть? Вот, и вот опираясь на ваши беседы с послом, с министром иностранных дел, вот как правительство Курдистана видит выход из этой ситуации? Да, вы знаете, Юрий Шамилевич, иракская конституция, которая принята в 2005 году, пересматривает возможность курдов создать автономию образования в Ираке, в том числе широкая автономия. А в Конституции все четко написано. У нас проблемы нет с Конституцией, у нас проблемы с выполнением. Сейчас в данный момент министр иностранных дел Ирака курд, президент Ирака курд. Да, я встретился с господином Фуад Хусейном, министром иностранных дел Ирака.
Конечно, он да, поддерживал отношения между представительством и посольством Ирака в Москве. Он нас познакомил. Я могу еще... Вот доктор Бакыр с нами был на встрече с господином послом. У доктора Абдурахмана, господин посол Ирака, у него очень, я могу сказать, красивая точка зрения на курдский вопрос. Он верит, да, сотрудничество, он верит вместе жить, он верит в демократию в Ираке. Он себя считает послом всего Ирака, не только арабской части. Поэтому я его мнение уважаю, приветствую, и я готов, конечно, всегда сотрудничать с ними, работать. Но, вы знаете, у нас отдельно проблем нет с чиновниками. У нас отдельно, да, когда у нас на встречах, все хорошо, мы все верим друг другу, и все признают права курдов в Ираке. Но когда в парламенте шиитские фракции, несколько, да, объединяются, или суннитские арабы вместе, они просто, я не знаю, могу сказать, что не верят в права курдов. В последнее время вы видели, что случилось в иракском парламенте. Приняли конституцию, приняли закон без курдов. Это не было. Мы же договорились. В 2003 году курды самостоятельно вернулись в Ирак, чтобы создавать иракскую демократию, чтобы создавать, не знаю, иракскую конституцию. Но, к сожалению, на сегодняшний день очень много статей нарушены. Например, статья 140 статья, то, что связано с другими этими спорными территориями, ничего не выполнено. Поэтому мы должны, и даже закон о нефти и о газе тоже не выполнен. Много чего еще есть законы, должны были до 2008 года выполнять, но пока, к сожалению, нету. Но если Эрбиль и Багдад договорятся в этот раз, у меня есть надежда, чтобы эти вопросы тоже решать, потому что буквально полтора месяца назад мы видели Иракский Курдистан и Багдад, как центральная власть, договорились о решении шенгальского конфликта, то, что там происходило. Вот в данный момент идет процесс, идет становление Шенгала, политические войны. Поэтому, на мой взгляд, если продолжаются переговоры, если продолжаются встречи, доверие между чиновниками, между правительством Ирака и Курдистаном больше будет, но еще достигнем цель. У нас, как правительство Курдистана, есть надежда, и сил тоже есть. Мы даже настаиваем и просим, чтобы решили эти вопросы. А по-другому как же? По-другому никак. Надо решить эти вопросы, чтобы люди лучше жили, чтобы не было демонстраций, не только в Курдистане. Демонстрации в Курдистане была. Мы видели месяц-два назад в Ираке, что случилось. Год назад, что случилось в Ираке. Поэтому история Курдистана, история других городов в Ираке связаны вместе. Мы должны вместе решать эти проблемы. По крайней мере, вот сейчас это очень важно для всего региона. Потому что мы видели после 2014 года, что случилось, когда ИГИЛ появился в Ираке. Они то, что могли, даже если бы великие державы, если бы международные коалиции не поддерживали бы, очень много людей еще погибли в Ираке и в Курдистане. Да, спасибо за такие подробные ответы. Я понимаю, я как-то смотрю, что вы оптимистично настроены на то, что вот Эрбиль с Багдадом договорятся и все будет нормально. Ну, поживем увидим, как говорится, хотя история и сегодняшний день об этом не свидетельствуют. И вы затронули вопрос вот Шенгальского соглашения. Вот мне интересно, вот сегодня, допустим, по Киркуку поступают сообщения, что там арабы, которые в свое время были переселены, они там окружили курдскую деревню и выселяют, и якобы иракская армия и полиция помогает
помогает им. Как вот там сейчас ситуация, в частности, в Киркуке и в Шангале. В Шангале тоже мы знаем проблемы, да, там согласно соглашению все незаконные формирования должны выйти, однако там какие-то подковерные игры идут, и информация вот с вашей стороны, там, как там ситуация в Киркуке и в Шангале? Да, Юрий Шамилевич, к сожалению, то, что вы сказали сейчас, это есть вокруг Киркука, есть деревни, которые арабы раньше при Саддам Хусейне жили, но с 2005 года уже получили не знаю, компенсации и ушли, должны были уйти оттуда. Но теперь, после чего сейчас, могу сказать, напряженная ситуация и порядок нету, они вернулись и настаивают, чтобы курды ушли оттуда. А курды тоже не уйдут. Здесь проблема в том, что законы, которые в Конституции есть, эти законы не выполняют. Если бы выполняли бы до 2007-2008 года, сейчас это не случилось бы. Но, к сожалению, сейчас, да, вокруг Киркука есть проблема между курдскими и арабскими населениями. То, что связано с Шангалом, уже правительство Иракского Курдистана и правительство Ирака договорились, чтобы совместно вместе управлять Шангал. В ближайшее время уже процессы, сейчас идут процессы, но в ближайшее время иракское правительство начинает действовать, также страны правительства Курдистана. Мы то, что связано с нами, мы сделаем. Здесь одна большая проблема, что есть силы, которые вообще, не знаю, откуда они пришли, настаивают, чтобы, по их мнению, решили шенгальского вопроса. Но, к сожалению, здесь просто странно очень. Я не знаю, они себя считают курдом. Тогда почему, когда правительство Курдистана просит, чтобы они ушли оттуда, не обращают внимания на просьбу. А когда иракская армия настаивает и уйдут туда, они сами дорогу откроют, пожалуйста, да, идите. Мы не понимаем, если вы говорите о курдах, тогда, пожалуйста, это спорная территория, но правительство Курдистана до 2014 года, до Игла, управлял этот район Шангала. Тогда давайте отступите, и чтобы также правительство Курдистана вернулись и управляли этот Шангал. Но они не согласны, они не дадут. Но для правительства Ирака, для силы шииты, Хаджи Шаби, они дорогу дадут и без проблем. Ну, я немножко, так скажу, в принципе, все понимают, но я понимаю, почему вы не можете открыто, исходя из своего официального статуса. Но, тем не менее, большое спасибо, Данар, вы не уходите, мы сейчас перейдем к нашему другому гостю, господину Абу-Бекру, и тоже примерно на те же вопросы я бы его попросил, чтобы он осветил, сказал бы свое мнение, и в частности вот с этого, да, что происходит, господин Абу-Бекр, и ваша оценка ситуации того, что вот этих волнений в Сулеймании, в Халабже, в других регионах подконтрольных Патриотическому союзу Курдистана. Прошу, вам слово. Добрый вечер, Юрий Шамилевич. Добрый вечер, Данар, господин Данар. Добрый вечер, Аслан Маров, который за кадром всегда все бегает, делает с вами, а он не виден. Вас приветствую слушатель Риат Аза. Спасибо вам за такую возможность. Это действительно хорошо, когда мы можем свободно обсуждать на прекрасном русском языке все эти тематики, чтобы и русские слушатели, и курды наши, которые говорят по-русски, слушали нас. К сожалению, вы знаете, что мы даже не можем говорить на объединенном культурном курдском языке из-за того, что наша земля более 1500 лет захвачена захватчиками.
Хочу маленькую справку об иракском Курдистане, в Ираке давать. В 1918 году в городе Сулеймания был референдум об статусе Курдистана после того, что Отtomанская империя потерпела поражение в Первой мировой войне, и англичане пришли в Ирак. Причем они дошли до Киркука в 18 году где-то в мае месяц. Тогда уже Шейх Махмуд был объявлен Маликом Курдистана по референдуме, по выбору свободному. Ирак не имел государства. И англичане пришли и признались Малика Курдистана, Шейх Махмуда Хафида. После этого только в 23 году было обосновано иракское государство. То есть наше государство за 5 лет до государства Ирака было обосновано. История там длинная. 20-е годы, вы знаете, Северский договор, потом аннулизация его, потом 23-й год, Лозаннский договор и так далее и тому подобное. Не хочу об этом говорить. Я просто хотел подчеркнуть, что курды в иракском Курдистане имели правительство до иракского государства. Это все документально есть, подтверждено. И тем не менее, к сожалению, психология иракского населения, арабы, особенно шииты, и также большой часть сунниты, такова, что Ирак их территория. Что мы вообще там, понимаете, человек третьего сорта, что мы вообще не имеем никаких права на этой земле. Это правда. Это вне политики, давай будем говорить как история, как что происходит. А это причина. Как говорит Кузьма Прудков, зри в корни. Здесь идет большая игра сейчас. Игра экономическая, политическая, юридическая. Игра в разделение курдские силы и властовой, чисто английская политика, которая всем вам известна. И, как всегда, к сожалению, руками курдам отчасти самим же. Действительно, я тоже разделяю ваше беспокойство по поводу судьбы иракского Курдистана. То, что мы достигли, наконец, за 1500 лет борьба нашего народа. И тому есть причина, я могу сказать, это государство, которое захватчики Курдистана, они все работают над этим направлением. Особенно Иран и Турция. Это не секрет, и все это хорошо знают. И те, которые на них работают. Сегодня вот это происходит в иракском парламенте. Про иранские силы в парламенте и их, как сказать, подкупные лица из курдов, члены парламента Ирака, которые из Курдистана, им помогают, к сожалению, в этом деле. И, в частности, проведение закона по поводу долги для Ирака и не давая курдам ничего, обратите внимание, причем это долги они возьмут, допустим, 10 миллиардов долларов или 100 миллиардов долларов, отдадут всем, но курдам не дают. Но когда возвращается, то мы должны участвовать в оплате. Это то же самое, человек на кого-то подделает документы, берет долги где-то, а потом приходит домой и говорит, давай плати. Человек, ничего не зная, и не участвовал в этой игре. И также они подделают документы, юридические документы, допустим, в районе Киркук, что земли это арабские и так далее и тому подобное. Потом здесь есть история. Вот вы показали деревню Полкана, вот как раз где там происходит сегодня событие, потом я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить. События в последнее время, где-то полгода, 8 месяцев, вы, наверное, хорошо знаете, когда взорвали нефтепровод Курдистан-Джихан. Это ударил сильно по населению Курдистана, по бюджету. Это одна из причин того, что происходит в Сулеймании, Халабджа. Одна из основных причин. Вторая причина – это закон, долговой закон, который нам не положен Курдистану. С 2017 года, как правильно заметил господин Данер, действительно в Курдистане очень много проблем. Около 1,5 миллиона у нас были беженцы, как из западного Курдистана, так и из Шенгаля. Хотя Шенгаль это не беженцы, это просто переселенцы, это курды, это наши братья, родня. А еще из всего Ирака. Ведь не секрет, все христиане Ирака убежали в Курдистан. Дело в том, что курды, они терпимый народ. И христиане, и евреи, и все остальные религиозные конфессии, они живут в Курдистане и всегда жили. И ничего, все было отлично.
Но сейчас все это подогревается, и они нам не помогают. На лекарства нам не дают, на себя и на беженцев. Есть долю продукта Ирака после падения на каждого человека, там, по-моему, 200 или 300 долларов ежегодно должны отдавать продукты. Это им не отправляют медицинские службы. Сами понимаете, когда 1,5 миллиона увеличивается к 6 миллионов, это же огромная нагрузка. Это все, конечно, вместе и много других причин создали эту ситуацию. Конечно, нельзя сказать, что мы не виноваты. Мы должны были учитывать. Давным-давно, 2004 года, какие-то запасные варианты собрать. Потом я откровенно скажу, у нас есть люди, которые незаслуженно получат посты. Правительство, они по той или иной причине получают посты. И их немало. И от них тоже беда. Есть коррупция? Есть. Есть воровство. Бывают пункты, открывают таможенные, какие-то сторона, и ночью приводят, причем продукты, которые запрещены, или срок действия прошли. И это тоже есть, но не везде. Вот сегодня, буквально в Эрбиле, власти задержали фура мяса из Ирана, которые каким-то образом подкупом привезли. Государство работает, старается, но сами понимаете, что это очень сложно. Другие проблемы у нас, которые есть в Курдистане, это нестабильность между самим политическим партиям, внутри, скажем, одной политической партии. Нету стабильности, нету понимания. И бензин в огонь проливает, к сожалению, Иран через своих сторон, которые им помогают. И в частности, честно скажу вам, я могу вам сказать по поводу Сулеймания, что сказал член Центрального комитета по Союзу Курдистана Атасарави. Он сказал одним словом, это цитирую его слова, насколько это правда, это его слова. Он говорит, что происходит в Сулеймане, это благодаря италаат, это разведка или что-то вот такое у иранцев есть. Вот, иранские разведки и ПКК, это его слова. И он даже говорит, в Киркуке, как в Киркуке сейчас мы берем разрешение даже нести свой пистолет, как политический сил, придется скоро нам в Сулеймане то же самое сделать. И, к сожалению, эта сила мешает. Они 500 деревень у нас на границе с Турцией, особенно, с Северного Курдистана. И Восточного Курдистана люди убежали, не живут там. И вы представляете, 500 деревень. Это люди, которые производят. Это люди, которые привели работать. Не могут вернуться в своих домах. Меняют название деревни, меняют название улиц там, дороги, ставят таможенные барьеры, изымают деньги. Государство. Они наши братья. Надо их поддержать. Но они должны не забывать о хозяине дома. Если брат приходит к брату, и он начинает устанавливать свои правила в его доме, он может терпеть его день-два, какое-то время. Но дальше, извините меня. Мы просим их, я вот лично сам от себя, ради Бога, мы тысячелетиями достигнем того, что мы имеем. Кровью сотни тысяч женщин, детей и пацанов. Ради Бога, остановите это безумие. Это только служит интересам враги курдского народа и вас в первую очередь. Кстати говоря, вчера было нападение на пост Пешмерга, и убитый, молодой, 41 год ему, офицер, причем его родители убежали из Северного Курдистана к нам лет 30 тому назад, и им дали убежище, и получили они гражданство. Они у нас живут, и вчера ночью был убит. Мы сами себя рубим тот куст, который на нем сидим. Это страшное дело. Я прошу всех, кто может сказать слово доброе. Остановите это безумие. Попросите их, чтобы остановили это безумие. Курдистан для всех, да, но нельзя ничего делать такого, которое подрывает нашу экономику, политической стабильности, воспользует враги курдов, в частности Турция, чтобы не нанести удар по нашей деревне, по нашим городам. Это страшно, что там происходит. И эти события в Сулеймане тоже действительно, как господин Данар сказал, у нормального человека, который просит зарплаты и свои кровные деньги, и права имеет, это 100%. Что там делают автоматчики,
с орудием противотанковые. Что они там делают? Откуда они? Причем их арестовали, есть из Сирии люди, есть из Турции люди, и наши же курды. И что они добиваются? Киркук, сегодня представители всей курдской партии собрались, просят создания курдской силы, вооруженной, чтобы защищать несчастные курды, которые в деревне Палькана. Там 42 деревни. Саддам Хусейн в свое время привел басисты, и, к сожалению, это тоже мы виноваты. За 30 лет не могли закон аннулировать, который Саддам создал тогда-то. Это тоже мы имеем к этому, понимаете, отношение, что не могли за 30 лет аннулировать эти законы. Вот они все, арабы, пришли, хотят выгнать курды оттуда, и причем подделаны документы, серьезные документы на право на землю. Потом иракская армия говорит, представители их, мы не признаем Конституцию, не признаем закон. Мы только признаем родоплеменные отношения закон. Давайте договоритесь. А о чем договориться? Чтобы я отдал свою часть квартиру к чужому человеку? Ни брат, ни сват, ни мой народ, ни мой язык, ни моя культура. С какой стати, какого будуна? И они начали создать Хаджид Шаби. Это милиция проиранская, теперь курдский вариант. Но то же самое джаши, которые были, но теперь просто поприличнее и хорошая зарплата, чтобы их использовать против нас завтра. И принято 2 лива, кажется, лива это не дивизия, а чуть поменьше, чем дивизия, я не знаю по-русски, как называется, 2500 человек каждая лива должна быть, каждый курдик. Батальон, если это 2500, вот, и уже приняли на работе вот 150 человек. Правильно вы показываете, это действительно это фотография, это ихние. Вот, это все бомба замедленного действия. Это Киркук. Шангаль, еще если хотите, я добавлю в 2 словах. О Шангале было принято договор между центральной властью и Курдистаном, чтобы 1 декабря, 2 недели тому назад, вышли оттуда все те силы, которые не имеют права там находиться, в частности, люди ПКК. Они ушли 2-3 часа, закрыли свои офисы, потом вернулись 3000 человек, переодеты в другие одежды. Вот. И они не хотят давать возможность, чтобы Шангаль восстановить, чтобы несчастные эти люди, езиды Шангаля, вернулись в свои дома, жили и работали. Кому это хорошо? От этого кому бывает хорошо? Да, кому мы плачем точно, да. за езидов, а в то же время мы не даем возможности. Французы говорят, там должны восстановить те края. Пока они там будут, мы не будем возвращаться туда, мы не будем ничего делать. Вот кому это хорошо? Кому это польза? Да, Абубекр, знаете, спасибо, что вы вот так и эмоционально, и подробно вот рассказываете о тех вопросах. Меня единственное, что беспокоит, вот и господин Данар, и вы все правильно говорите, да, вот какие проблемы в Киркуке, в Шангале, там, в Сулеймании, там, кто за этим стоит и так далее. Но какой выход из этого? И все время вот обращаться, значит, вот что вот братоубийственная война, там, она неприемлема и так далее и тому подобное. То есть это одна сторона, вот это правительство, власти Курдистана, они вот этого придерживаются, а на второй стороне это как бы, ну, с одного уха запускают, с другого выпускают. Я знаю, что вот на этой неделе, в конце этой недели, в пятницу, премьер-министр Ирака Казими, он едет в Анкару. Вот вы, по-моему, подробности знаете, какая повестка дня там. Может, вот, расскажите об этом. Значит, по поводу, начнем с Казыми, действительно, причем Эрдоган пригласил Казыми в Багдад. И 2 пункта, которые я знаю точно, это ПКК. Они, видимо, будут настаивать на том, чтобы вывести ПКК из всего Ирака. Вот они не только в Курдистане, они в районе Муслы тоже.
или объявим войну. Это, скорее всего, так. И второй – это экономические связи и открытие, дополнительный пункт между Ираком и Турцией, которые тоже несли будут удар частично по экономике Курдистана. А то, что не может так продолжать ситуация в Курдистане, это абсолютно вы правы, и абсолютно правомерно быть недовольным и волноваться от этого. Потому что я вам скажу честно, население Курдистана, вот сегодня я слышал, когда был убит этот парень, это был там пункт, обычно есть такие пункты в Курдистане, особенно в горах, из-за бандитов, из-за контрабанда пешмерга, которые есть, и пешмерга есть, и иногда пешмерга с погранвойск Ирака. Они курды, но они подчиняются центральной власти Ирака, и зарплаты, и все оттуда идет, и вооружение. И недавно был случай, когда они подорвались на мине, которая была установлена ребятами из ПКК, был убит один, и несколько человек ранены. Это вот пограничники Ирака, они в том числе и таможенные, и пограничники. И вот сегодня народ в районе Духовка встали. Они говорят, если правительство, вы не можете защищать нас против происходящего, мы возьмем за оружие, сами будем воевать против ПКК. Это самое страшное. Почему они довели такого народа до такого состояния? Это завтра и государство не может остановить их. В самом деле, у нас же, вы знаете, кровь на кровь, кровное место. Никто и не отменил его. Особенно в родоплеменные отношения, когда меня кто-то убивает моего брата. Если даже я этого не хочу, меня все будут упрекать, считать меня не мужчиной, если я не буду мстить. А это самое страшное. И, конечно, тут будут подогревать его враги курда, эта ситуация. С этой и с другой стороны. Поэтому вот я еще раз повторяю, ради Бога, ради всего святого, все, кто может, поговорить с ребятами из ПКК, их сторонники. Ребята, прекратите, это нанесет удар по вас в первую очередь, а потом уже по иракскому Курдистану и во все остальные Курдистаны. Вот посмотрите, сегодня раненые, больные из всего Курдистана приходят в иракском Курдистане, мы помогаем. Есть у нас много беженцев из Северного Курдистана, из Восточного Курдистана, из Западного Курдистана. И кому от этого плохо? Только врагами. Сколько тысяч беженцев из Северного Курдистана, из Диарбакра, из других городов, они живут в Махмуре. Учатся, с большим уважением относятся к ним, они работают. Они даже помогли нам чем-то, когда была война с Даашем. Дааш, когда пришел, он не отличал, ты ПКК или ПСК или ДПК. Они всех убивали. У нас нету друзей, кроме гор. Это правда. Это с древнего времени курды говорят, у нас нету. Поэтому, конечно, надо быть серьезным и относиться серьезно. Конечно. Это очень вопрос серьезный. Абу-Бакр, вот вы сказали, да, насчет, нет, значит, друзей. У курдов друзья, кроме гор. Но, если помните, в свое время вот избранный президент США Байден, он в парламенте Курдистана сказал, что наоборот, что у вас есть друзья, но имел в виду себя и Америку. Сейчас он избран президентом, значит, США. Вот как вы думаете, это его избрание, его такое близкое знакомство с курдской проблемой, с курдскими лидерами? Я даже знаю, ну, так слышал, что у них очень такие добрые, дружеские отношения с Масудом Барзани. Вот вопрос обоим, ну, в первую очередь, господину Данару Мустафе. Как вы думаете, вот избрание Байдена президентом США как-то повлияет в целом на ситуацию в целом на Ближнем Востоке и конкретно на вот курдскую, на ситуацию с курдами? Данар, пожалуйста. Вы знаете, когда в результате уже почти объявили, многие страны мира поздравляли, наши высокопоставленные чиновники, в том числе президент Курдистана, тоже поздравил. Но мы знаем, решение курдского вопроса, это, мне кажется, не зависит от президента какой-то страны.
решение курдского вопроса должно быть в организациях Объединенных Наций, должно быть, чтобы великие державы все вместе решили этот вопрос. На мой взгляд, не Америка одна, не Россия, не Европейский Союз не могут решить этот вопрос. Поэтому у нас надежда такая, надежда есть, чтобы его приход к посту президента США восстановится дипломатские отношения заново с всеми странами мира, в том числе великими державами, постоянными членами безопасности, когда они больше встречаются, когда у них меньше разногласия. Я думаю, что и еще у них время появляется думать и уделять время для решения международных проблем, в том числе курдского вопроса. Господин Абубекр, а вы вот как вы... Я абсолютно не согласен с господином Данаром. Дело в том, что американцы имеют большую возможность, также и Россия, естественно. И дело в том, что Курдистан – это огромная территория с огромными возможностями экономическими, нефтегазовыми возможностями, геополитическими возможностями, район между тремя морями. Американцы, естественно, могут играть большую роль. Ну, как минимум. Они обещали, что будут наказывать турков. Они с Ираном, хотя они хотят исправить ситуацию, но все равно они с ним не друзья. Я прошу прощения. Говорят, враг твоего друга, враг твоего врага твой друг. Но тут американцы нам не враги. Хотя, естественно, если говорить о политике англичан и американцев, есть много минусов. Подставляли они нас в 1955 году, когда была война. В Киркуке они дали абрамсовые танки милиция Ирака, они пошли на Эрбиль. Это все нам известно. Но, тем не менее, то, что Байден знает курдский вопрос хорошо, тоже лично знаком с курдским лидером, Сонasi такой человек, который сегодня, хотим не хотим, представляет курдский народ и с большим уважением к нему относится заслуженно. Иногда даже тяжело говорить, бывший президент Курдистана. Он реальный президент Курдистана, господин Масуд Барзани. Это реально, он может действительно и всегда будет играть большую роль. И также в судьбе курдов Западного Курдистана, Восточного Курдистана, также курдов Северного Курдистана. Доктор Бакир, я просто одно, доктор Бакир, мне кажется, что решение курдского вопроса мирный процесс должен решать. И при участии всех членов постоянной безопасности. Это на мой взгляд, решение курдского вопроса, это пути решения курдского вопроса. А по-другому, чтобы, я не знаю, только Америка решала курдский вопрос, или только Европейский Союз, да, или только Россия. На мой взгляд, должна быть объединение, должна быть сотрудничество. Я прошу прощения, я такого не сказал. Я не сказал только. Я сказал, оба государства имеют возможность и Евросоюз. Но у нас есть примеры. Вы посмотрите. Южная Осетия и Абхазия. Кто помог быть государству? Одна сторона. Не будем этого обсуждать. Но это возможно. Но, конечно, если будет эта договоренность, но это никогда не будет, что англичане интерес американцев совпал с русским и китайским интересом по одной вопросу. Это так не было в природе, и мне кажется, это невозможно. Ну, знаете, я хочу вас как бы примирить, эти две позиции. Но мы нормально разговариваем? С одной стороны, конечно, господин Данар прав, что, в принципе, большая часть зависит от самих курдов, от их политики, от их сплоченности. Да. Но, естественно, если будет доброжелательное отношение со стороны великих держав, это будет способствовать. Я не говорю, что это придут и вам прямо подарят ваши права. Надо, конечно, бороться, но если будет у власти в этих странах люди, которые
близки, там знают эту тему и так далее, это будет способствовать. Ну вот я вот перейду там на следующий вопрос, тоже, я думаю, очень важный. Мы вот об Америке поговорили, но я знаю, что господин Абубакар, и вы, и Данар, вы учились, живете в России очень долго, даже семья у вас здесь российская. Естественно, очень интересно ваш взгляд вот на политику России в отношении курдов. Вот опять-таки первый, ну, пусть ответит Данар на эту. Но не будет говорить кто много, да, Данар? Почему? Нет, почему? Нет. На самом деле, российско курдские отношения исторические, мы это ценим. Мы благодарим за то, что Россия сделала для курдов, особенно в сфере образования, в сфере литературы, в сфере развития культуры. Это мы это ценим. Нельзя не отметить, что ученые-востоковеды при Советском Союзе, даже до Советского Союза, при императоре, и на сегодняшний день российские востоковеды как вносят существенный вклад в изучение исторического наследия курдов и укрепление сотрудничества с иракским Курдистаном. Это мы высоко это ценим. Конечно, это здорово. Также мы ценим взгляд и позиция России в решении курдского вопроса в Ираке. Когда в иракском Курдистане был референдум, позиция России была очень откровенная, что Россия в рамках международного права и настаивает, и как бы просит, чтобы мирным путем решили этот вопрос. Мы это ценим. Также на сегодняшний день экономические отношения между Курдистаном, Иракским Курдистаном и Россией на высоком уровне развивается. Несколько дней назад президент Курдистана встретился с господином послом России в Ираке. Они договорились еще развивать отношения не только в сфере нефтегазовой, также в других сферах. Даже если вы видели это заявление, они поговорили о том, чтобы в ближайшее время открыли самолет прямой между Эрбилем и Москвой. Поэтому это все здорово, мы поддерживаем. Мы несколько дней назад буквально обсуждали с почетным представителем Палаты Российской Федерации, как работать над этим, как развивать отношения. У нас был план в марте большое мероприятие сделать в Эрбиле. Глава торговой промышленной палаты, фонд Примакова, все готовы были приехать в Курдистан, там сделать огромные мероприятия, там готовы были подписать разные контракты с нашими организациями, благотворительными фондами. Это все здорово. Поэтому мы должны просто развивать и поддерживать. Да, я знаю. Если ответил, да, пожалуйста. Я знаю, что, во-первых, наверное, большой секрет не открою твой, что ты как раз занимаешься, тема твоей диссертации посвящена российско-курдским отношениям. И знаю, что ты очень много делаешь вот как раз на практике для расширения, укрепления этих связей. Так что тебе за это очень большое спасибо. Вот, господин Абубакар, вот вы как оцениваете? Да. Ну, вообще, надо курдско-русские отношения рассматривать в контексте последних 300 лет, не только вот последние 10-20 лет. Они имели подъемы и спуски. И надо не забывать, что многие курдские силы помогали царской России, царской армии против врагов. Как на территории Ирана, так и на территории Турции. Но, к сожалению, были тогда еще силы, которые мешали России ориентироваться
правильно, что курды являются их, как сказать, союзники. Не хочу об этом говорить, может, это тема особенная. Вот. И у нас много генералов, знаете, Карим Багирович отец, он был офицером царской армии. У нас много таких, которые участвовали, имели возможность служить России, верой и правдой. Как пишет Лазарев, где-то 17 век был большой бизнес между Курдистаном и Россией. Из Курдистана отправляли, как ни странно, сыры и яйца и другие продукты, и получали из России самовары, одежда, разные вещи необходимые. Я недавно видел у города Сулеймания моего родственника сейф, где-то в возрасте 150 лет. Очень хорошо сделано, интересно, до сих пор его используют. Я думаю, ни одно оружие его не возьмет. Вот. Так что между Курдистаном и Россией всегда было добрые, хорошие отношения. Кроме того, возможности кое-что сказать, доктор Бакир. Я закончу, пожалуйста. Я закончу, ладно? Я хотел вас похвалить, то, что... Не, потом, не надо хвала. Нам сейчас людей информировать. Спасибо тебе, я знаю. Ты хороший человек. И кроме того, не забывать нельзя, что благодаря СССР была создана Мехабадская республика. И даже, между прочим, когда было восстание в Барзане в 1943-1945 году, Барзани встречался с представителем СССР, в частности, генералом, вот он был курдский генерал, забыл его имя, в Иране, и договорились о поставке даже оружия. Но потом ситуация очень изменилась после Второй мировой войны, и им предложили лучше поддержать курдов в Иране. И они тогда пришли 10 тысяч человек. Вот. И потом мы обязаны СССР жизнь генерала Барзани и его 505 соратников. Эти вещи всегда надо курдам повторять, что им не забыли, что они для нас много чего делали. Но, тем не менее, все-таки есть недостатки в отношениях политические и поддержка как СССР, так и России. Россия – страна, которая имеет свой интерес в этот район. И я считаю, это зона интереса в первую очередь России, а потом англичане и американцев. И поэтому нужно поддержать этот регион и сила, которая хозяины, чтобы свои интересы беречь. И потом не забудем о том, что есть действительно 1000 слов между курдского и русского языка одинаково, и даже психология их наша совпадает с ними. И, как говорит Макаренко, даже русские потомки курды. Так что, ладно, мы даже не на обратно согласны. Так, что и мы были потомки русские, не вопрос. Так, мы не будем рекламировать. Но, тем не менее, я считаю все-таки недоученным, хорошо не изученным курдский вопрос со стороны политиков и ученых, хотя очень много ученых солидных, которые в мировом масштабе, и больше, чем наша, работают на курсе тематика. Но, тем не менее, могла быть лучше, и мы ждем от России больше. И мы надеемся, что Россия будет в Курдистане экономически, политически, даже по других планах. Спасибо, господин. Да, Юрий Шамилевич, я хотел бы коротко сказать об этом, о курдско-российских отношениях. Конечно, доктор Бакир подробно рассказывал исторические курдско-российских отношения. Я хочу просто на современном этапе коротко сказать, что ежегодно студенты из Курдистана приезжают на учебу в Россию. Первый раз, когда я сюда приехал, это доктор Бакир мне тоже помогал. Эта программа, по-моему, с 2007 года существует. На самом деле мы, как пресса Курдистана, благодарим и ценим то, что ежегодно Россия выделяет квотные места для студентов, отдельно от Ирака, курдских студентов иракского Курдистана. Также в прошлом году мы помогали российских студентов, около 6 студентов стажировку проводили в Курдистане. В этом году в марте должны были еще 5 студентов поехать, но, к сожалению, из-за пандемии все отменилось. Поэтому мы будем рады принять студентов из
Россией в Курдистане. Надеюсь, что в будущее курдские российские отношения продолжат укрепляться и принесут благополучие нашим народам. Если Спасибо. позволите, у меня, Юрий Спасибо. Шамилевич, есть одна маленькая история, я постараюсь в одну полминуту рассказать вам про эти студенты истории, если это возможно. Интересная история. Да, только Насколько Россия полминуты, поддерживает потому нас. что у меня очень еще один-два очень таких острых вопроса. Да. В общем-то, я помню, когда приехал господин Талабани в Россию, я приводил ему пресс-конференции и был на встрече с господином Салтановым и Богдановым, Михаил Богданов. И там разговаривали о том, что будут в Курдистане долю от иракской стипендиат для Курдистана. И я случайно потом уехал в Курдистан, и был в Сулеймане. Мне Шорош позвонил, говорит: доктор Убагр, вы где? Я говорю: в Сулеймане. Ой, как хорошо. Я говорю: а что такое? Да приезжает посол из Багдада в Сулеймане, чтобы обсуждать вопрос студентов, эти стипендиаты. Ну, мы поехали в Сулейманский университет, и посол начал рассказывать. И один из профессоров, доктор Араз, мой друг, выступал, говорит: это нам не годится. Это посол, конечно, был в ужас. Он думал, что нам не нравится Россия, учеба и все прочее. Он говорит: почему вам не нравится? Я говорю: нет, нам нравится. Но дело в том, что Ирак украдет нашу долю. Я хочу, чтобы вы понимали, даже в этом они ущемляют нас. 50, говорят, места, стипендий, они не отдадут нашим ребятам. Мы отправим документы. Они просили документ через Министерство высшего образования Ирака был отправлен. И посол сказал: я вам даю слово. Вы сделаете 2 комплекта документов. Одно отправите в Министерство высшего образования Ирака, одно нам. Вот, и напишите нам письмо, кто вы рекомендуете. Если ваши имена, ваших студентов не будут среди списка Министерства высшего образования Ирака, я вам даю слово, ни один студент к ней не поступит. Я говорю: давайте 3 документа. Я одно сам повезу в Москву, чтобы не опаздывал. И в самом деле я начал делом заняться. Спасибо. Да, Абубакр, там я немножко в курсе этого дела, и, наверное, надо назвать и поблагодарить вот тогдашнего посла России в Багдаде Биньямина Шуваева. Да, точно. Валериана Шуваева. Валерианов, да, точно, да. Ну, я хотел бы вернуться вот к заявленной первоначальной теме, да, что происходит в Иракском Курдистане, и вот задать такой вопрос: а чем это все закончится, по-вашему, и с чего ждать, и что предпринимается для того, чтобы вот такие вещи не повторялись бы. И, конечно, очень, вот меня лично очень беспокоит, а вот что делать с РПК? Вот, вы все время говорите, что вот надо обратиться к ним, они наши братья, надо там их убедить и так далее. Но как это вообще вы себе представляете? То есть, вот, господин Данар, вот, дальше что будет? Вот, как этот вопрос может разрешиться? Да, Юрий Шамилевич, как решить проблемы? На сегодняшний день большая проблема для Курдистана – это экономическая проблема. Экономический кризис – это серьезный удар по развитию Курдистана. Нынешняя тяжелая экономическая ситуация частично является результатом исключительной зависимости от нестабильных нефтяных доходов. Поэтому правительство Курдистана на сегодняшний день намерен справиться с кризисом путем диверсификация экономики. Это очень важно. Уже этот процесс работает, продолжает работать. И я думаю, что много чего достигнуто. А политическая ситуация, я думаю, что иракский Курдистан имеет возможность справиться с этих внешних сил, которые используют права демонстрантов, используют права населения, которые у них задерживаются зарплаты, чтобы эти люди, чтобы не могли через этого использовать оружие против развития Курдистана, против стратегические развития будущего иракского Курдистана. Спасибо. Господин Данар, знаете еще, что у меня вот такой вопрос к вам.
насколько я знаю, вот и в Ираке в целом, да, в Ираке, не только в Курдистане кризис экономический, мы знаем во всем Ираке, да, и он Конечно, даже в мире. отчасти связан с тем, что в свое время для того, чтобы там, ну, как-то, чтобы люди были чем-то заняты, вот создали какие-то государственные такие, ну, рабочие места. И в том числе и в Курдистане очень много, то есть вот доля зарплаты вот государственных служащих, она непропорционально большая. Вот с этим что делается? Вот я знаю, что программа 9-го кабинета, она направлена на то, вот как вы сказали, диверсифицировать, да, сельское хозяйство и вместе с частными предприятиями вот, реальные рабочие места создавать и уйти от зависимости вот, от конъюнктуры нефтяных цен и так далее. Вот, я не знаю, в цифрах вы знаете, да, я, насколько знаю, 70% бюджета Курдистана идет на зарплаты. Это, Прошу прощения, 68%. 68%. Это ни в одной стране мира нету. Да, к сожалению, это тоже большая проблема. Вы знаете, в свое время в Курдистане и в целом в Ираке не было работ, не было инфраструктуры, никаких малый и средний бизнес не было, но населению нужно было жить. Поэтому и действительно были возможности, были деньги, цена на нефть $120, $130 был. Неожиданно было просто, да, цена с $130-120 снижается на $20-30, или на сегодняшний день $40-50. Поэтому я думаю, как власти Курдистана и Багдада тоже знали или были перед ответственностями. Народы в Иракском Курдистане во время Саддама Хусейна плохо жили. Давайте сейчас, на сегодняшний день, возможность есть, мы эту возможность используем и отдадим всем денег. Ну, как денег? Конечно, наверное, как наши чиновники постоянно об этом говорят, это не было правильно, но другого варианта не было. Это можно назвать по европейским вариантам, это социал. Отдали люди, а эти люди, многие из них не нужны были для правительства, для государства не нужно было. Но для того, чтобы безработные меньше были в Курдистане, они вот по этому путем решили. Но на сегодняшний день этот процесс, который называется биометрия, продолжается. Наверное, 70-80% достигнута цель. Они реформы сделают. Работа идет прекрасная. Я думаю, что в ближайшее время, 2-3 месяца еще, эти результаты появляются. Мы, как правительство Курдистана, работали и будем продолжать работать для того, чтобы ослаблять давление и влияние на наших сограждан. Данар, я так понял, что вот ты как-то оптимистично смотришь, что все вот эти вопросы будут решены, и вы особенно не рассматриваете вот эти внешние угрозы как вот очень такие, ну, критические. Я так понял. А вот как господин Абу-Бекр на это смотрит, на вот эту ситуацию? И, кстати, вот если есть у вас информация, я так знаю, что вот в течение этих последних 2 дней как бы вот эти демонстрации, они как бы пошли на убыль. А там что вот сейчас там, могут ли они заново вспыхнуть? Или может ли вот эти демонстрации перекинуться на Эрбиль, Дохук там, и другие регионы Курдистана? Господин Абу-Бекр, пожалуйста. Вы правы. Я начал с конца, да, вы правы. Начинает стихаться, потому что действительно, там даже я сказал, что арестовали людей, курдов из Сирии, курдов из Турции, и потом, видимо, сами ПСК тоже начали вести себя совсем по-другому, потому что поняли, что тут вопрос не совсем так, как люди требуют, жгут школу, жгут детские учреждения, садики. Они жгут все и вся. Если человек требует зарплату,
этим самым он себя дискредитирует, и он завтра будет еще хуже ситуация. Это раз. Второй, я не оптимист, как говорил господин Донар, в течение 3 месяцев, если даже в течение 2 лет ситуация вернется нормально, я буду рад, потому что это постепенно. Начнем с того, что уже 4 зарплаты не получено за этот год только. То есть 4 месяца долю Курдистана не отправили из Багдада. Вот Ирак в этом году был $100 миллиардов его бюджет. Должны были они послать нам вообще-то 15,5%. Сначала было 17, потом сделали 12,7. И этого даже они не послали. Они даже половину суммы нам не отправляют. То, что мы должны отправить 250 тысяч баррель нефть, они используют его, но они эти деньги считают до копейки и вычитывают с нашего бюджета, и остаток даже нам не дают. И сейчас они говорят, нет, давайте все нефти Курдистана, которую производите до 1 барреля, даже себе они оставляют на внутренний расход, отдайте нам. И тогда мы вам дадим половину зарплата людей в Курдистане, раз, и второй, не будем платить за те компании, которые по праву они производят нефть, они добивают нефть, и везде в Ираке это есть. Почему для них это возможно? Доктор Бакер, я это закончил. реформы... Подождите, пожалуйста, Дандар. И потом, сейчас, кстати говоря, пошла девальвация динара. Ожидается на 25%. Сегодня доллар в Ираке официально 1190 динаров. Сегодня на рынке, в Сулеймане особенно, продали по 1300. А ожидается будет 1500 динар. Это очень серьезный удар по карманам населения, по государству, по той доле Курдистана, которая будет из Багдада идти. Это все это в процессе. И потом, по поводу процентов, вы сказали 75, да, когда-то было 75, потом стало 68%. Для сравнения, Южная Корея 1,5% своего бюджета отдает заработная плата. И тогда, когда это делали, это была абсолютная ошибка. Это в Курдистане начали принимать людей на работу, 10 охранников в школе, 20 человек, которые подают чай или чистят. Это была очень серьезная ошибка. Мы это сегодня за это оплачиваем. А можно было социал делать, помогать им. Но когда он пошел поработал по праву, плати ему зарплату. Допущено ошибок. Много допущено. Надо это признать. Надо изучать. Надо начинать с нового листа. А то мы будем на место вот так крутить и вертить. И, кстати говоря, недавно ушел в отставку руководитель пенсионного фонда Ирака и заявил, что у нас в Ираке 9 миллионов иранцев получают пенсию. 9 миллионов иранцев, не будучи гражданами Ирака. Вот что там происходит, ребята. А какой может ждать хорошую ситуацию в ближайшее время? Причем эти люди не граждане Ирака. Деньги кто-то собирает и отправляется кому надо, где надо, и по миру, и им никто не знает. 9 миллионов, это миллиарды долларов каждый месяц. Это ужас, что происходит. Да, доктор Бакер, я просто про правительство Курдистана хотел сказать. На сегодняшний день, как я отметил, эта экономическая ситуация частично является результатом зависимости от низкой цены нефти в иракском Курдистане. Это правильно, это правильно. Но, да, правительство иракского Курдистана серьезно работает, намерен справиться с кризисом путем диверсификации экономики. Это 3 года. Это минимум, друг мой, 3 года. Это не сегодня-завтра. Я думаю, Юрий Шамилевич тоже в этом плане может сказать свое заключение. Но, я не через 3 года результаты мы увидим. Я уверен, что мы в начале 2021 году, в марте, в апреле, мы уже результаты этих реформ увидим. Сейчас в сфере хозяйства идут очень серьезные реформы, таможни, налоги. Да, не дают, дорогой мой. Курдистан производит очень много электричества. Даже мы продаем в другие части Ирака. Это все, как бы, это оптимист. У меня, конечно, я оптимист, и у меня есть надежда, что мы исправились с кризисом. Спасибо. Спасибо.
Я думаю, что действительно правительство Курдистана взяло вот такое направление на реформы, и, конечно, они могут только приветствоваться, вот это деятельность правительства. Да, правильно. И там я согласен с Абу Бекром, что, конечно, это время нужно и терпение. Но вот сегодняшняя вот ситуация такая вот напряженная. Кстати, ни один из вас не ответил на вопрос, а что делать с РПК там в этом отношении. Ну, я вот последний вопрос хочу задать, что вот на следующий год в Ираке предусмотрено, выборы. Они по новой системе должны пройти. И как вы думаете, результаты этих выборов, и, кстати, как сообщается, что механизм этих выборов изменен так, что это, в принципе, невыгодно курдам. Как вы думаете, эти выборы, они что дадут? И как они повлияют на автономный Курдистан? Это вопрос, наверное, к доктору Бакру или к мне это вопрос? И к тебе, и к нему. Я представитель правительства, прошу. Коротко говорю, что политические партии в иракском Курдистане уже готовы к выбору. Мы понимаем, когда выбор в Курдистане будет, мы знаем, это выбор как будет и что будет. Конечно, мы будем сравниваться. А когда в Ираке, в это время, сейчас, в данный момент, я думаю, что уже политические партии иракского Курдистана поняли, надо обязательно сотрудничать и вместе участвовать на выборах. Да, означали дату выборов в Ираке, но это не точно, потому что сегодня я читал в интернете некоторые шиитские или суннитские коллекции, они, наверное, хотят отложить еще год эти выборы. Но мы как Курдистан, как политические партии в иракском Курдистане, я думаю, что мы готовы в любое время. Конечно, проблема в том, что беженцы не могли вернуться. Ситуация в Киркуке до сих пор напряженная. Мы просим, чтобы прежде всего в Киркуке все нормализовали отношения, ситуация, потом выборы. Но мы получили получили одобрение или получили разрешение, чтобы в Киркуке это закончилось, то, что сейчас в данный момент происходит. Поэтому до марта, до апреля, если продолжаются переговоры между Эрбилем и Багдадом, как достигнуты переговоры в Шингале, и по поводу Киркука тоже что-то будет известно, и после этого, конечно, можно выборы в Киркуке тоже проводить. Спасибо, господин Абу Бекр. А как вы этот вопрос прокомментируете? Вопрос, если будут ли выборы вообще. Будут ли выборы? Это вопрос огромный. И, кстати говоря, что же творится в Курдистане, и тоже то, что вы сказали по поводу рабочей партии Курдистана. На рабочей партии Курдистана, к сожалению, все, что иранцы хотят, их силы хотят, они того и делают. И это может очень сильно повредить в дальнейшем. И, к сожалению, как я сказал, может народ взять за оружие и против них. Что же мы не хотим. И нельзя это допустить ни в коем случае. Дело в том, что принят новый закон в парламенте. Мы поменяли систему выборов. Возьмем пример Киркук, который говорил Данер. У нас в Киркуке из 12 мандатов города, провинция Киркука в иракском парламенте 8 курды. Ну, смотрите, 70% мандаты у курдов. А при этой системе, которую я честно скажу, подробности я не вник в нем, мы можем получить 4-5 или даже 4 места. Таким образом, они очень хитро придумали. И особенно против курдов, это тоже заговор, чтобы мы могли получить меньше мандатов в общий парламент Ирака. И у нас сейчас около 58 кресла есть в иракском парламенте. И не исключено,
из-за этого нового системы мы будем иметь около 40. Это очень опасно. Это практически необъявленная война против курдов и Курдистана. А по поводу времени, когда привести выборов, дело в том, что шиитские проиранские силы не хотят, чтобы Казми остался у власти. Казми более лояльная фигура, но за ним нет партии, нет политической силы в Ираке, ни как среди шиитов, ни как среди суннитов. Кто помогает, это Курдистан. Реально мы поддерживаем его. Поэтому его тоже ненавидят. Не хотят, чтобы он остался. Господин Абубакар, значит, я этот вопрос не буду Данару задавать. Вот с вами, да, хочу ваше мнение. Вот вы говорите там, что вот в парламенте там 58, президент Ирака курд, министр иностранных дел курд. Да. Но от этого, если даже один депутат будет, или 100, или президент, или даже премьер-министр Ирака будет курд, мне кажется, это мое личное мнение, там ничего не меняется. И поэтому отсюда вот такой вопрос вам, да, господин Абубакар. А вот вы верите в будущее курдов в Ираке? Если взять историю происходящей, почему я с самого начала сказал, что мы были государство, еще Ирак не было государством. Что мы делали тогда референдум. Многие говорят, референдум, который был сделан в 2017 году, была ошибка. Нет, не была ошибка. Абсолютно. Если я сегодня делаю, я пойду на этот референдум. Но надо было, естественно, больше изучать его. Какие могут последствия. Мне кажется, в этом мы немножко ошиблись. Не доделали. Но все было правильно сделано. Это карта, которую мы можем везде показывать. Нет, к сожалению. Я же сказал с самого начала, что они нас считают за второй, третий сорт. Но сегодня, смотрите, Европа объединились. Столько государств. Разные языки, разные понятия, разные экономические возможности. Есть нищие, есть которые такие киты, как Германия, Франция, у англичан, которые ушли. Вот. И все равно невозможно договариваться. Они не хотят с нами. Бог нас создал не для того, чтобы в одном котле вариться. Это правда. Но как быть? Конфронтация, выход не совсем. Жить с ними, то же самое, то, что вы правильно подчеркнули, они не хотят соблюдать ни закон, даже Конституцию Ирака они не соблюдают. А если Конституция не уважается, то как быть? Но все равно мудрость и выдержанность политических лидеров Курдистана должна быть идти в направлении не конфронтации, а как-то договориться, найти общий язык. И в этом я надеюсь, что и Россия нам поможет, и Соединенные Штаты Америки нам помогут, Европа нам помогут, вот, Китай. Но англичане, они 200 лет против нас воюют, они заговор против нас сочиняют. Никогда. Последние события доказал, когда иракская армия атаковала Киркук и Эрбиль, там была занесена резолюция от Франции, по-моему, чтобы остановить войну и соблюдать права курдского народа. Английский представитель в Организации Объединенных Наций, Комитет безопасности, настаивал, что эту фразу надо убрать. Соблюдать права курдов. Почему они нам такие враги? Видимо, они хотят нам мстить за Салахаддина в 12 веке, когда он взял Ричарда Львиное сердце, как Куропатка, в плен. Понимаете? И тогда они из-за ислама к нам вот так относятся, а все исламы против нас собрались. Спасибо, господин Абубакар. Ну, напоследок, что вы хотели бы сказать вот по этому поводу, по теме нашим зрителям? То, что вот я, может быть, вопрос не задал или мы пропустили, вот господину Данару дадим слово. Если можно коротко, пожалуйста. К завершению идем. Спасибо большое, очень актуальная и острая тема была сегодняшней наша видеоконференции и дебатах. Но хочу, пользуясь случаем, поблагодарить, когда мы говорили о арабско-курдских отношениях, я вспомнил сразу, поблагодарить компанию «Газпрома» и русской гуманитарной помощи, и всех востоковедей, то, что они на современном этапе написали книгу, поддерживали книгу «Курды. Легенда Востока». На самом деле эта книга на очень высоком уровне сделана, написана. Мы, как курды, должны
поблагодарить. Если бы история не были, да, мы не могли их поблагодарить. А на самом деле на сегодняшний день стоит за эту книгу благодарить от всей души, потому что эта книга на очень высоком уровне сделана. Спасибо за приглашение. Я поддерживаю. Хотя там есть кое-какие маленькие недостатки, но я поддерживаю полностью. Это благодарен. И действительно, очень, очень хочется, чтобы эта книга была доступна всем курдам. И кто курды любят, даже кто курды не любят, чтобы знали правду о курдском народе. Там 400 страниц, хорошо иллюстрировано. Действительно, очень много интересной информации, которую я сам впервые узнал там из этой книги. Спасибо. Я тоже, честно, я курд, и я давно этим занимаюсь, но когда книгу прочитал, я много чего узнал, который раньше вообще я не знал. Поэтому мне благодарен. И так именно из присутствия Курдистана хочу поблагодарить всех. Секунду, Юрий Шамилевич. Там я читал, прошу прощения, я там читал впервые, что флаг Курдистана, который в Ираке сейчас, якобы говорят, этот флаг Барзанисов, ДПК, этот флаг был впервые поднят генералом Мухаммедом Шерифом в конференции в 2020 году в Севере. От имени курдов Северного Курдистана, а не от иракского Курдистана. 100 лет ровно этому флагу. И курды должны этот флаг почитать, уважать и любить. Кстати, Спасибо. через 3 дня, 17 декабря, как раз отмечается День национального курдского флага. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие наши гости, господин Данар Мустафа, господин Абубекр, я вас благодарю за участие в нашей программе. Действительно, тема очень актуальная. Как я сказал, мы в диаспоре очень переживаем за ту ситуацию, которая складывается. Вот буквально на днях у меня были там онлайн-совещания с представителями курдских диаспор Европы, с нашими представителями, лидерами курдских организаций России, бывшего Советского Союза. И все озабочены, и все готовы по мере сил и возможностей оказать влияние или принять участие в том, чтобы поддержать в это трудное время правительство, власти иракского Курдистана. И я бы попросил и скорее всего завтра или послезавтра будет подготовлено специальное заявление от имени представителей курдских диаспор в поддержку курдистанского региона Ирака. Я хотел бы, чтобы вы, господин Данар, это передали бы властям, властям Курдистана. Большое вам спасибо. И я думаю, и вам спасибо, Юрий Шамилевич. Не последняя встреча. Я знаю, что господин Абубекр готовит, он обещал подготовить целый ряд тоже видео блогов на нашем канале и рассказать о разных и о институте, и о тех работах, над которых он работает. А господин Данар Мустафа, он постоянный уже участник наших дискуссий. Я думаю, что и впредь это наше сотрудничество, в том числе и в информационном плане, оно продолжится. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо Маруфу, спасибо нашим слушателям. Конечно, я хочу спасибо Данару. Особо поблагодарить нашего редактора технического Маруфа Асланова, который просто титаническую работу делает, чтобы совершенствовать постоянно и сайт, и видеоблог. Спасибо ему большое. И вам, ребята, молодцы. Спасибо. Удачи. Хорошего вечера. Будьте здоровы. Чао.